пустой пятнашку ехал 12-15. А если груженный, то там 8-7 бывает против ветра, против волны. Там так тяжело он шел. А где капитан остался? А, не, вон. На воду ставь прямо. Ага. Все, счастливо всем. Тёма, чуть-чуть тебя не застал. Давай, краба. Ну все, вот и закончилось. Давай, счастливо. Закончился этот этап нашего путешествия. Экспедиция, получается, состояла из нескольких этапов, каждый который отдельное приключение. И дорога вниз по Лени, дорога по морю, ожидание на острове Большуляховский, подъем вверх по Лени на пароходе Вадим Тюрнев. Наконец-то за штурвал, да? Соскучился за эти дни? Друзья, я рад приветствовать вас на нашем теперь уже морском катамаране. Испытанным морем Лаптевых. Нюргун за штурвалом. Возвращаемся в Якутск. Уже подходим. Ну, где-то час это Дыргалах. Мы сейчас... Отдаем швартовчики. Готовим. Выброску приготовь, Ваня, а? Кормы отдаем. Сошли мы с судна с Вадим Тюрнев. Спасибо Лорбу, спасибо всем ребятам. Нас на нем доставили, наш катамаран, и нас двоих, вот мы с Нюргуном, дошли уже на нем 8-9 дней почти, мы шли 9 суток вверх по Лени. Остальная команда, уже нужно было ребятам-спасателям приступать на службу, они уже в Тихсе нас покинули, на самолете прилетели, и некоторые не успели даже там очухаться, и уже в поля на пожаротушение, там на поиски людей, уже разлетелись кто куда. Возвращаемся домой, больше месяца мы отсутствовали. Миссия наша выполнена частично, к сожалению. Мы очень поздно вышли. Из-за коронавируса, из-за всего вот этого, там у нас все затянулось, согласование экспедиции. Мы должны были на 2-3 недели выйти раньше, чтобы нормально по погоде проскочить. И в итоге мы дошли только до Большого Ляховского. Снова нас встречает небольшая радуга. Мы подходим к метеостанции Кигелях на острове Большой Ляховский. Переход через пролив Дмитрия Лаптева был очень сложный, сильный ветер, туманы, течение, все мешали. Поэтому для нас это долгожданная остановка. Узнаем прогноз погоды и дальше. Волны под 2,5-3 метра. Кое-как развернулись, и вот без рулей остались. Один руль сломался, другой потерялся, да? Да, вообще остался, да, при повороте. Мы поспали. Вот так поднимали. Команда легла спать. Вот этот нос под волну уходил. Да. Смотри, вот вот пол здесь, он волна так вырезался. Прям нырял, да? Да. А этот лодку думали сзади, а там сейчас утопит. Здесь, смотри, как бы затишье, да? Нормально. Там идет 3 метра волны нам не нравится, оказывается. Не нравится нам 3 метра волны. В Кигелях возвращаемся. Да. Сейчас надо ремонтировать. И прогноз погоды пришел. Неутешительный. СМС-ки. Усиливается, да? Да, ветер, ага. 12-15 метров. 15 метров. Не, мы знали, что будет после 6 ветер, порыв до 12, до 9, 12, да? 9-13 будет. 9-13. Надо будет испытать суд. Да, испытать. Мы это попробовали, но не понравилось нам это. Делаем лестницу веревочную. Вот из таких плавника делаем дырки, пронизываем веревку. Неделю где-то пережидали шторма, думали, стихнет, не стихнет. Прогнозы смотрели. Правильно говоришь. O bülü min taptir ölüm en kuru
Тут третья линия. Наконец-то закончил. Беректі беректі айдап Все флаги поднять, думаю. Флагын наоборот тормоз. Это было. Зато, Со скоростью 6 км в час, зато 130 имеется в километров. виду все флаги в душе поднять и вперед. Чем больше сидим, тем больше Думаем. задний ход. Осторожно, задний ход. На рожок здесь тоже глупо. Думаете, запросто? В городе все так говорят. Вы что, дураки, что ли, так поехали-то? Думаете, на этой резинке доплывете? Думаете, это парус нас вам эту Тектинскую губу проедете? Мы же через все эти слова перешагнули, до сюда уже добрались. Больше всех добраться туда хочу я. Вот попробуйте меня убедить, что Завтра я 7-7-7-7. все варианты просчитал. По ситуации на 17 августа у нас перемена погоды не в лучшую сторону. По всем прогнозам мы ожидали улучшения погодных условий, снижения ветра. Но сегодня ветер только усилился, и уже больше недели дует северный ветер с большой волной. И мы с командой посовещались, и для того, чтобы не было такого фанатизма, там дойти любыми целями до острова Беннета, решили этап этого года завершить на Большом Ляховском. Стройматериалы для постройки спасательного депо мы здесь упакуем, оставим. Часть топлива тоже оставим, с тем, чтобы в более благоприятных условиях, которые мы в этом году упустили, это с середины до конца июля. В следующем году продолжить и завершить экспедицию. Как не хотелось бы, но надо исходить из реальной обстановки, чтобы риск был у нас оправданный. Да, Жохова, забери. Спасибо вам за гостеприимство. Да? Рады были погостить у вас. Рады вас повидать. Ну, давайте в следующем году ждем. Давай, ну. Давай. Рад был. Счастливо. Рад был побыть у вас. Ё-моё. О, Это тебе лично. Это мне лично, это не это. Не малина. Не джем, это малина. так, опа. Себе-то оставим. Ну, себе-то хоть оставьте. У нас на месяц запасы. Так что нормально. Главное джем, да. Я, это на вечер. Джем это малина. Так что получается, мы продлили себе удовольствие до следующего года. Вот на волнах жестко болтало, с тропами стянули. До этого так груз лежал, и он держал все. Рули делали там в процессе на метеостанции. Тоже поняли, что надо было что-нибудь так понадежнее конструкцию. Пойдет. Поэтому я хочу там веревку использовать. Не, самолетский луч. Наш штурвал тут мы регулярно несли вахту. По очереди все. Каюта. Сейчас давайте расскажу о нашем быте. Сейчас где тут у нас свет. Вот у нас получается кухня. Полки понабили, гвоздей. Так вот все удобно. Здесь сидишь, готовишь. Вполне. Вещей, конечно, все равно много. Вот так навально здесь. И вот мы вот так вот спим. Здесь вот, конечно, 6 это максимум помещается человек. 7-й на улице, пока у нас спал Валера. А так вот, тут человек, там человек, и здесь все лежали.
Сегодня ночь была так себе. Я как в тисках был зажат с двух сторон, некомфортно. Но как раз эти трудности, это то интересное, с чем связано это путешествие. Как раз все должно быть с преодолением препятствий, даже таких маленьких трудностей, как вот неудобный сон, там вот болит спина, что-то там, это все запомнится. Вообще, по идее, мы хотим, чтобы сейчас еще вот так человек лег и вот так вот. Более комфортно устроиться. А так, в принципе, вообще прикольно сделали каюту. Вот сейчас у нас был момент, против ветра шли где-то 11 км в час скорость была. Ну, то есть, в принципе, шли, но эта волна была так, только-только такая, не сильная. Все равно уже сдувало сильно. И здесь уже такие, уже там звуки были скрипучие в домике. Но зато есть время почитать. Я читать начал то, что давно не мог почитать книги. Там я себе аудиокниг скачал, таких книг. То есть время вообще есть чем занять. Я сейчас отдежурил, сейчас вот я вчера ужин, завтрак, обед. Товарищ Кок, что у нас на ужин? Рыбка, окунь жареный у нас сегодня. И греча с мясом. Последняя готовка на дежурстве. Сегодня борщ решил сделать украинский с сальцом. Ну и салат. Кстати, там волна уже такая нормальная. Ну-ка, разрешите-ка. Я буду делать фильм, а снимаю я отдельно вот как раз хочу сделать как сериал в моем стиле. Именно вот после фильма, чтобы вы могли глубже погрузиться в наш быт, чтобы вы вот сидя там с той стороны экрана могли представить, каково это вот так вот раз и вот пойти в путешествие на море Лаптевых на таком катамаране. Постараюсь делиться своими эмоциями, причем буду делиться всякими эмоциями, негативными там, ну что-то там даже болит, все такие мелочи. Сейчас у меня палец, вот, ну все, я вот окуня чистил, у меня все порезано в мелких порезах, болеть сейчас начинает. Вчера порезался. То есть это такие мелочи, которые тоже формируют общую атмосферу и психологическое состояние человека. Комфортный сон, отсутствие боли, это все добавляет очков к позитиву. Тут готовишь, еду приготовили, сели, тут стол выдвинули, сели, покушали. Там маленький столик, здесь еще вот ящик вот этот, чтобы все поместились. Пробую выпить гусиное яйцо. Обещал видеоотчет. Приветствую! Ничего себе, вы меня оперативно встретили. Круто. Мы-то ждали. Привет. Игорь, так, держи. Это то, Так. что ты любишь. Ух Только ты. осторожно, только снял. Спасибо большое. Это из Овки, жена делала. Так, вам как раз на всю компанию Варенье. 2 литра хватит. Это куньки мелкие. Ага. Вот. На жареху. Пойманные и замороженные сразу. Ну и там щука еще. В один мешок, ага. Оно холодное. Сейчас молоко тогда. Молоко Ага. деревенское, это, тоже мороженое. Тоже тут щука погрызть. Якуня. Я сколько смотрел, у вас там на этом вы ни разу не пользовались ни кошкой, ни якорем. Вот. Он и так работает, и так работает. Сами разберете. По калорийности мне сказали, что как 5 куриных здесь. По вкусу тоже как 5 куриных. Оно как куриное прям вот то же самое. Желток мощный. Все? Спасибо. Вот Индия. Вот. Теперь будем трапезничать. Отсюда был там мотор. Чемпион Алётинского района. Чемпион Санкт-Петербургского края. Сосновоборство. Как-то. Болтает. Надо вот этот водильник по центру поставить. Он поворачивает, поэтому он болтает. Сильно болтает, она все равно будет. Это же нормально. Нет, если мы его в сторону, в эту сторону выдвинем, меньше будет болтать. Они могли проехать. А выдра? Выдали бескилевая.
В тесноте да не в обиде. Хотя, конечно, здесь вот мне вытянуться мне тяжело. Ну, то есть 1,80 м у меня не выходит. Так что иногда вот, когда долго здесь находишься, спина так болеть начинала. Ну, и, конечно, не все так гладко. Это когда в таких вот спартанских условиях, на волнах, тут, конечно, всю эту конструкцию болтало по-жесткому. Было немножко так не по себе. Ну ничего, терпимо. Ах, ну тут хоть тепло еще в Якутске. Там-то холодно было. В куртках ходили, шапки не снимали, близко к нулю. Сейчас здесь более-менее нормально. Обратно шли, тоже попали. Выбрали окошко штормовое, там тоже полдня, по-моему, ветер стихал. Пока шли, лодку оторвало. Там тоже с приключениями. И это не сразу заметили. На горизонте лодку не было видно. Мы вернулись, лодку нашли. Море пересекли, дошли до острова Макар. Там поднялся ветер. Стали искать место, где причалить. И целый день мы плавали, ходили, шли по заливу, пытались найти место и не могли найти, где причалить. Везде мели. Просто к берегу не подойти, там метров 50-100 и мель, и вообще не причалить. В итоге мы просто спрятались там за полуостров, на воде стояли, ночью дежурили по очереди, чтобы смотреть, если вода начнет уходить, чтобы отчалить. И вот так вот мы переночевали, ветер стих и пошли. И мне на самом деле сейчас предстоит серьезный труд, не расслабишься. Для меня это новая работа, я многому сейчас должен научиться. Учиться еще и начать делать, я даже не знаю, как это по времени распланировать. Мне нужно для Русского географического общества сделать фильм-отчет по нашей экспедиции. Я, конечно, очень замотивирован, потому что это, считай, новый этап в моей деятельности, в моем творчестве, и надо себя проявить. Я не знаю, что я смогу выкладывать, скорее всего, ну, парочку видео у меня весенних уже почти готово. Их там доведу до ума. Коля Васильев помог их сделать. Осталось немножко мне там отшлифовать. Вот это как раз хочу выпустить видео, осветить свое возвращение, рассказать вам вкратце о нашей экспедиции. Дальше уже по ситуации, не знаю, что будет, но для меня сейчас приоритет сделать кино. Канал пока немножко, ну, на втором плане у меня остается, так что не скучайте, не отписывайтесь, а то я заметил, что люди начинают, как только ты пропадаешь, там на какое-то время начинают сразу покидать тебя. Постараюсь сильно не пропадать, чем-то с вами делиться. Все, давайте, рад всех видеть. Земля! Здорово, братцы! Здорово. Живые, здоровые! Ну, отдохнувшие. 9 дней мы шли, получается. Встретились с другом. Едут на рыбалку. Давайте. Пока еще можно, Нюргун возят людей на рыбалку. Так что у кого есть желание, вы можете еще покататься на нашем экспедиционном катамаране.